Созданный легендарным аниматором Фрицем Фрилингом и ветераном анимации Дэвидом Патти «Это модные кошачьи» впервые появилась на экране в 1964 году и с тех пор остается самым популярным мультперсонажем. Веселый, незабываемый, с изобретательной музыкой Генри Манчини. Знаковой стала и мелодия к «Розовой пантере», которая наряду с «Караваном» Эллингтона и «Рапсодией в стиле блюз» Гершвина превратилась просто в одно из ярких достижений музыкальной мысли прошлого столетия. И поверьте, «Розовую пантеру» любят не только джазовые музыканты. 4-5 марта в Уфе проходил 10-й юбилейный фестиваль джазовой музыки под знаком «Розовой пантеры». Настоящий джазовый бум собрал в стенах Башгосфилармонии лучших исполнителей и мэтров джаза с мировым именем. Среди почетных гостей фестиваля такие знаменитости, как Даниил Крамер, Вячеслав Горский, Феликс Лохути и Moscow Ragtime Band. И хочется надеяться, что лавры, доставшиеся в разные годы любимому мультперсонажу и популярнейшему хиту Манчини, достанутся еще одной «Розовой пантере». Выступление Феликса Лохути произвело на публику впечатление в некотором роде шоковое. Такой безумной экспрессии вкупе с величайшей виртуозностью и представить невозможно было бы, не случись оказаться свидетелем невероятной игры на скрипке этого мастера. Надо сказать, что Феликс Лохути – единственный в России музыкант, играющий на пятиструнной скрипке. Лауреат молодежной премии «Триумф» 2002 года, участник многих международных джазовых фестивалей. Этот композитор и аранжировщик открывает все новые и новые грани фанковой музыки, поражая любителей и знатоков. Феликс Лохути сотрудничал со многими звездами. И всегда сотрудничество это было разноплановым. Кроме джазовых исполнителей, немало знаменитых рокеров и поп-музыкантов. От Гарика Сукачева до Владимира Маркина и Филиппа Киркорова, а в джазовой сфере со многими известными исполнителями современности, среди которых Игорь Бутман и Алексей Козлов, Игорь Бриль и Аркадий Шелклопер, Алекс Ростоцкий, Вячеслав Горский, Георгий Горонян и Сергей Манукян, а также Дидье Локвуд и Жан-Люк Понти, Майк Эллис и Гарлем Блюз Джаз Бэнд. Немало экспериментирует Феликс Лохути и в области электронной музыки и музыки этно. На джазовом фестивале в Уфе Феликс Лохути представил собственный проект «Funky Land».
Hey, on the
Ain't down down, ain't down 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 down. Stick the ding dong, dong dong ding ding ow. Dig digging down. Stick down around down out. Stick down the bomb, the river. Феликс на пути. Ну, мы вообще-то были в прошлом году на его концерте. И очень обрадовались, что он в этот раз приезжает. Об уфимской публике. Ну, вообще, не ожидали настолько теплого приема. Были поражены, честно говоря. Скажите, а вы можете вообще публику сравнить? Вы были до этого в других городах и так далее. Можно вообще публику сравнивать? Ну, мне кажется, что публику сравнивать настолько же неправильно, как сравнивать, кто лучше, кто хуже из музыкантов. Да, не нужно. Чем севернее город, тем как бы горячее встречает. Ну, я сколько ездил, и чем дальше от Москвы, то тем теплее прием публики. Вы-то уж уфимскую публику знаете всю. Я должен сказать, что эти ребята, на мой взгляд, сегодня сделали свое черное дело. Коготок увяз, теперь птички пропасть. Уфимская публика... Они заразили. Они заразили. И я думаю, что уфимская публика узнает тот фанк, который представляет несколько талантливых московских групп. Я недаром выбрал Funkyland. На мой взгляд, и Феликс, и группа Funkyland — это те люди, которые способны быть не только фанком в чистом виде, но полноценными звездными в будущем участниками любых джазовых фестивалей со стороны фанк-джаза или джаз-рока. И то, что я услышал сегодня, лишний раз убедило меня, насколько талантливы эти ребята и насколько у них велик потенциал. Сейчас одному из них 19, другому 28, эти посередине. И я просто пытаюсь представить себе, как они будут играть через 10 лет. Это мало представимо. А мы представляли, что самая современная скрипка на этой планете только у Ванессы Мэй. Да. Почему так? Мне кажется, после этого выступления вообще как бы Ванесса Мэй должна отдыхать. Ванесса Мэй должна была бы отдыхать после выступления приличного школьника из ЦМШ в звании лауреата международных конкурсов.
Ванессе Мэй в плане профессионала, она нашла свою нишу, она умеет танцевать, петь и делать эффектные па, но играть на скрипке она умеет весьма средне. Таково мнение многих профессиональных музыкантов, и мое в том числе, и я его не скрываю. Что касается скорости, технологии, то нормальный, хороший российский джазовый или классический скрипач – это несравнимые величины. Мы 3-й год уже приходим специально на фестиваль. Вообще на фестиваль уже несколько лет. На Лохути 3-й год. И, в принципе, мы ожидали, получили то, что ожидали, даже больше. Нечто созвучное с нашими сердцами. Мы с Феликсом Лохути знакомы. Я вот видела только первый раз его. Я просто в таком восторге. Я просто не понимаю, даже не ощущаю от этого. Я сейчас летаю даже до сих пор. Счастливого полета. Вы тоже летаете? Нет. Я полностью поддерживаю. Но как только я слышу имя Феликса Лохути, я сразу тут же бегу и покупаю билет. Неважно, сколько стоит, неважно, когда концерт, я просто отменяю все и бегу и покупаю билет. Своеобразие программы «Розовая пантера» в ее стилистическом разнообразии. Перед зрителем предстал широчайший диапазон стилей и максимальная разноплановость музыкантов. За 2 фестивальных дня участники успели сыграть от диксиленда до фанк-джаза с поп-артом. Кстати, о диксиленде. Замечательный подарок уфимцам преподнесли музыканты Moscow Ragtime Band, с которым зритель, возможно, уже знаком по программе Dog Show, где ребята играют диксиленд. Но их основная работа – это профессионально гастролирующий коллектив. Они играют в самых престижных клубах Европы и лучших концертных залах. Moscow Ragtime Band – это талантливые молодые люди, которые играют одновременно как в классическом джазовом стиле, так и в веселом импровизационном полете с элементами шоу и юмористического театра. Они свободны, раскованы и бесконечно любимы публикой. When the morning stars put the dance gate down, watch the band parade all around this town. Give a trombone man, room to movie slide, and we'll sing and play around the countryside. Was long ago, I was in my teens, and we played that way down the New Orleans. It was long ago, I was in my teens, and we played that way down the New Orleans. Спасибо большое. Moscow Ragtime Band. А сейчас наступило время исполнить достаточно трагическую песню с комическим названием «Sugar Blues».
Константин Гевандян. Я хотел бы быстро представить всех музыкантов, которые с удовольствием для вас играют здесь. Антон Залетаев, Алексей Панкратов, Иван Рахманов, Стас Черемушкин, Александр Ветков. Все вместе мы называемся Moscow Ragtime Band. И мы прощаемся с вами рэктаймом, написанным очень-очень давно, но актуальным и по сей день, который называется Tiger Rag. Алексей Панкратов в роли тигра. Tiger Rag. Спасибо! Moscow Ragtime Band. На самом деле музыка просто вызывает, наверное, положительные какие-то эмоции, да, и она достаточно понятная, достаточно
с одной стороны, академичная, да, если смотреть вот из джаза, да, если его. Плюс она радостная, несет радостные чувства. Ей очень легко доносить чувства, в том числе любовь, страсть и так далее. Да, то есть, Страсти было много. она передается, видимо, просто легче. Допустим, нам очень приятно это делать, и поэтому, видимо, людям бывает иногда приятно нас слушать. Можно так. Передается еще. Да, но еще и звуковым путем. Все правильно. У вас очень молодая публика джазовая. Я в основном видел только молодых девушек, вот в первом ряду. Мне очень это понравилось. Я играл сегодня только для них. Место уступили. Да, вот лично я сегодня только играл для молодых уфимских девушек. А вы для кого играли? Ну, для всей филармонии. Полный зал, отлично. Аншлаг. Это успех. Ваш успех. Успех фестиваля. И наш, конечно. Какой еще другой город страны может похвастать такими мероприятиями? Москва. Ну ладно. На самом деле редко бывает. Так, чтобы два фестиваля подряд, это Марафон. бывает редко, да. Хотелось бы пожелать вам, чтобы они у вас еще чаще бывали. Конечно, в Москве клубов больше. Чтобы при этом каждый раз приходило столько людей, сколько вот сегодня. Ну, да. Это будет замечательно. Не знаем, насколько первый был успешный фестиваль. Но вот судя по отзывам и по слухам, он был успешным. В принципе, я знаю, что организаторы этого фестиваля несколько беспокоились, насколько публика сможет прийти и на вот этот фестиваль, который так получилось, что был вторым в этом году, да? Я имею в виду в этом марте. Собственно, несмотря ни на что, да, несмотря на то, что такая плотность большая этих фестивалей, в марте так случилось, он прошел успешно. Ну, уфимская публика не подкачала и не подвела, правда? Да. Нам очень понравился прием, замечательный теплый зал. Moscow Ragtime Band. Спасибо. Мы немножко сменим сейчас настроение на чуть более свинговое. Те из вас, кто были вчера на концерте, заметят немедленную разницу. У нас вчера был день более современный, а сегодня день более классический, но не без сюрпризов. И сейчас я приглашу на сцену лауреат джазовых фестивалей Анна Королева. Лауреат джазовых фестивалей Сергей Васильев.
Еще в 1994 году Даниэл Крамер, он же арт-директор этого фестиваля, начал сотрудничать с Международным благотворительным фондом «Новые имена», занимающимся высокоодаренными детьми. Итогом этой работы стало создание в 2001 году совместно с новыми именами детского квинтета «Классика и джаз». Вообще Даниил Борисович активно работает с молодежью. И на 10-м юбилейном джазовом фестивале маэстро представил уфимской публике саксофонистку Анну Королеву, ставшей приятным открытием «Розовой пантеры». Итак, лауреат джазовых конкурсов, любительница фанка, фри-джаза, блюза, авангарда, современного джаза и просто большая умница Анна Королева. Изумительный концерт. Не ожидал новых талантов, открытия. Что больше удивило, поразило, воодушевило? Безусловно, больше понравилось Королева. Королева безумная динамика, техника. И чувствуется большой потенциал. Я думаю, мы лет через 5 ее не узнаем. Думаю, это звезда. Ну вот муж пришел в таком восторге, и сегодня мы пришли еще даже с сыном, поэтому все вместе вот смотрим, очень нам нравится. Очень понравилась Королева, просто я не ожидала увидеть женщину-саксофонистку в полном восторге.
который еще к тому же поет. Да, и вообще. играет, это вообще супер, супер. Да, очень понравилось. Что вы ожидали, что вы получили, кто больше понравился, кто как? Ожидали хороших впечатлений, и мы их получаем. Надеемся, что Очень нравится Анна Королева, просто волшебная исполнительница, очень талантливая. Я в восторге, я уже второй раз пришла на ее выступление, мне очень нравится вообще, просто отлично, супер. Нам больше понравился ее вокал, ну и хотя, с другой стороны, интересно было услышать именно женский джаз. Мне, как мужчине, это было интересно. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful ride. I see skies all blue and clouds all white. That giant day, that dark sacred night. Yes, I think to myself, what a wonderful ride.
saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them show. They know much more than I ever know. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Hey, yeah. I think to myself, what a wonderful Анна Королева и Сергей Васильев. Мой голос сегодня соответствует названию этой песни наилучшим образом, так как песня называется «Мороженое». Ice cream. Ice cream. Хорошо.
Moscow Ragtime Band. Это был гала-концерт, а теперь начнется джем-сейшн. К ним выходит Анна Королева. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'm never you. Then your goodbye, let's be aside, that's right. How can I go on dreaming without you? You took a bow, that once was my house, so why not take all of me? Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to love them. Take my arms, I never lose them. Your goodbye, let me reside, that's right. How can I go on to without you? You took a bow, that once was my heart. So why not take all? So why not take all? So why not take all of me? Moscow Ragtime Band и Анна Королева. Два общеизвестных факта.
Один общеизвестный факт, он вообще, это как аксиома, он не подлежит обсуждению. Он гласит вот, что джазмены любят животных. Второй общеизвестный факт гласит, что у жизни есть суровая правда. Как же соединяются эти два общеизвестных факта? Они соединяются в теме, которая называется, которая будет с чувством исполнена, диксилентом и, возможно, с сюрпризами. Это я еще не всегда знаю, да? Возможно. Ну, может быть, да. Понятно. Называется тема так. «Медведь опоздал на поезд». В котором ехал хамелеон. Ага. Грустная песня.
Moscow Ragtime Band. Алексей Заволокин, бас-гитара. Вячеслав Горский. И Moscow Ragtime Band.
Вячеслав Горский. Руслан Капитанов. А теперь на сцене Фанкиленд. Петр Ившин, Феликс Лахути, Алексей Беляев, Евгений Лебедев и группа Фанкиленд.
Феликс Лахути, Анна Королева, Евгений Лебедев, Алексей Беляев, Петр Ившин,